писатель, сферы, в которых успел отличиться Султан Шадиев на протяжении 55 лет своей трудовой деятельности, можно перечислять долго. В Национальной библиотеке собрались его друзья и коллеги, чтобы выразить научному деятелю слова благодарности и почтения. С Султаном Арсланковичем мы работаем в одном научно-исследовательском институте и в одном отделе, в отделе ингушской литературы и фольклора, и даже работаем в одном кабинете. Мне очень отрадно это отметить, хотя бы потому, что для меня, как я не скажу, что молодого специалиста, он сделал очень много и дал очень много. Я вообще его считаю своим наставником во всех моих хороших начинаниях. Начиная с 1964 года Султан Шадиев работал корреспондентом в Грозненской студии телевидения и газеты «Сердало». С 1979 года был заведующим редакцией учебно-методической литературы Чечено-ингушского книжного издательства. Трудился Шадиев и в Министерстве печати и информации, а также в социальных органах защиты населения. Он входит в Союз писателей и журналистов страны. Одно из важнейших направлений в его деятельности – работа над учебниками для школьников и методическими пособиями для начальных классов. Очень ценно то, что вы пишете для детей. Я всегда отношусь особой теплотой и трепетностью к людям, которые пишут для детей. Потому что только человек, глубоко озабоченный сохранением родного языка, будет писать для детей. Потому что интерес, любовь к родному языку надо прививать с детства. В разные годы он пробовал себя и в драматургии, и в переводческой деятельности. В его творческом активе переводы пьесы узбекского драматурга «Железная женщина», с успехом прошедшей на сцене Ингушского театра. А с киргизского языка Шадиев перевел сказку для детей «Хитрый Ашик». Есть также переводы разных произведений с чеченского и русского на ингушский язык. В то же время он известен как автор многих публицистических работ, журнальных, газетных статей. Вот в связи с этим, в этом плане. И помимо этого и научная деятельность его, она связана с именами многих наших известных ингушских писателей, их биографией, их творчеством. В свои 80 лет Султан Шадиев продолжает вносить вклад в образование и просвещение республики, а также в развитие ингушского языка и литературы. Сейчас он трудится в научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева в отделе ингушской литературы. Мы готовим несколько томов на русском языке исследования нашей ингушской литературы. Почему? Потому что на ингушском мы издали уже 4 тома исследований. Сейчас ведем исследования литературы, начиная с 19 века, кончая современным периодом. В этом году Султану Шадиеву также присвоили звание почетного гражданина Сунжи, где он живет более 20 лет. В Национальной библиотеке в честь юбиляра подготовлен выставочный стенд, на котором представлены произведения Шадиева, изданные в разные годы, в том числе и в коллективных сборниках, а также биографические и литературоведческие материалы. Залина Магушкова, Мейрбек Миржоев, Новости 24.